Неужели в здравом уме можно себе представить, что без русских, без русской культуры 400 тысяч якутов будут в суверенной национальной республике процветать 2 века назад, если не больше. Якуты с радостью приняли православие, и все было прекрасно. И в мире неоязычество. Не допускать вот этого мракобесия неоязыческого. Это просто глумление над историей, это глумление над здравым смыслом, айны. Думали ее с нуля. Значит, с нуля придуманные праздники. И с их такой праздник произошел подлог типичный. Благодаря товарищам из-за рубежа везде одна и та же схема военных симулякров. Товарищ Кондаков непонятный. У нас просто до Якутии руки еще федерального центра не дошли. А если русские оттуда уйдут, то как бы местное население просто вымрет. Без северного завоза и без... Умышленно язык саха преподается в школах вместо русского, первостепенно. Надо с русофобией жесточайшим образом бороться. А единственный способ нормально развивать Якутию, это, соответственно, поддерживать православную церковь. Дойдут руки до Якутии, разберутся там с этим. Если русские уйдут из Якутии, останутся там, в общем, не лучшие представители. Есть места, где добывают алмазы. Это далеко не вся территория Якутии, а уж очень, по сути, небольшая ее часть. Вот там что-то останется, а все остальное просто забросит. Вот останется трасса Колыма, останется, соответственно, вот это Нерюнгри с углем, и останутся вот эти вот трубки кимберлитовые. Ну, зачем вот на северо-востоке что-то оставлять вот на этом полюсе холода? Там, кроме полюса холода ничего нету.